что нам мешает? И так играючись, мы взяли, значит, эти 3, 4 или 5 капсул, ну первые капсулы. 10 взяли маленькую эту, 10, и стали это принимать. И вот результат Татьяна рассказывает, я получил мгновенный результат. У меня сахарный диабет, куча болезней, высокое давление, избыточный вес. И самое плохое было то, что я утром просыпался и чувствовал, у меня было такое невыспавшегося человека. Я не чувствовал себя отдохнувшим. Как будто я и не спал, а работал всю ночь. А тут, значит, после этих капсул стал вроде как чувствовать себя немножко лучше. Давление все тоже, в смысле высокое давление, да, а чувство такой усталости уже как будто бы нет. И я стал внимательно присматриваться, прислушиваться, и потом увидел, что, оказывается, аппетит еще уменьшает. Не стал так слишком много кушать. Я удивился, до обеда я спокойно могу держаться и не есть. У меня раньше очень сильный аппетит был, и я все время чувство голода было. А эта капсула убивает это чувство голода, я заметил. И энергия появилась. Энергия появилась, хочется двигаться, хочется работать. Это тоже хороший результат. Давление сейчас как? Давление, пока держится. давление упало, но в норму не встало. В норму не встало, потому что, как бы сказать, 20 единиц меньше стало. У меня давление было 200, за 200 зашкаливало, да? А сейчас стало 190, 180. Иван Григорьевич, да? И у него вот почечное давление, меня это очень сильно пугало, что у него почечное давление могло подходить к 115 единицам. Вот это вот меня очень сильно пугало. Я боялась за почки, да. Теперь оно у него уже стало, у тебя 195, 100 нижнее, да. Медицинские таблетки пьете же? Нет, он отказался. Надо пить. Я их принципиально не стал пить. Почему? Потому что одно лечит, другое калечит. Нет, пока у вас давление держится, надо все равно медицинское, которое вам назначили, надо пить. Ага, вот так вы нет, дело в том, что я к врачам не хожу принципиально. Я не хожу к ним, я вот честно говорю, последний раз 10 лет назад я был у врачей, да, потому что у меня твердое к ним предубеждение к врачам. Страшное неприятие. Нет, не страшное неприятие, просто я их называю коновалами. Почему? Потому что они, сколько людей они загубили, при моей жизни. Я думаю, если я буду к ним ходить, они меня точно до конца, так сказать, это, добьют, думаю. Может быть, я больше на 2 года, на 3 проживу, если я не буду ходить к врачам. Потому что в самом капсуле есть гаурана, которая немножко поднимает давление, поэтому должно быть. Поэтому надо пить вам все равно гипотензивные таблетки надо пить по утрам. Дело в том, что я вот к врачам ходил 10 лет назад, да, но тогда у меня не было такого высокого давления. Это вот сейчас у меня... Потом вы это понемножку снизите и вообще откажетесь от таблеток, поэтому по первости надо пить. Это какие последние я пил таблетки? Норма Денс, да? Норма Денс. Норма Денс, да. Норма Денс. Хорошо. Я это... А другие таблетки ему вообще не помогали. Такое ощущение, я вот что пью, что не пью, одинаковое высокое давление. Я думаю, зачем я буду травить свой организм этими таблетками, если давление все равно не падает. Думаю, лучше я буду эти капсулы пить. И капсулы, смотрю, стабильно стало уменьшаться давление. То есть постепенно я каждый день меряю давление, у меня каждый раз чуть-чуть, но меньше давления. И думаю, стабильно. Быстрее вас в норму придет. Да, и мне надо сейчас сбросить, моя цель, сбросить вес, у меня высокий вес, 106 килограмм последний раз взвешивал. Когда мы с тобой начали завешиваться, вот специально еще проверили вот перед этими капсулами, вес 117, или 118 килограмм. А сейчас у него уже стал 106. Минус 10 за месяц. При капсулах, да, даже несмотря на то, что он не садится на диету, мы просто стараемся, и мы заметили, что вот как мы с ним после 6 не кушаем, мы стараемся не кушать после 6. У него нету такого, как раньше был прямо зверский аппетит. Он мог, особенно когда понервничает, у него такая работа, что постоянно нервничает. Сейчас он
более спокойный стал. И он говорит, о, Танюшка, смотри, а я ведь после 6-то не ем. Вот я еще его заставляю, чтобы он не пил чай с молоком. Он не видит чай с молоком. Еще туда сахара столько положить. Я говорю, да ты вообще с ума сошел, тебе нельзя столько сахара есть. Теперь он мед сделал, да, мед пил, но и теперь все равно мед же тоже, да, вот это вот. Ну, заставляю вот водичку его, водичку. Тоже хороший А ночные результат. вы принимаете? Принимаем ночные, да. Мы сейчас принимаем ночные и Да. утренние, и вот сейчас как бы двойной эффект получается. Вроде бы как отдыхаешь ночью, спишь хорошо. Тут раз вы неделю назад, да? Или Две недели недели, назад? 2 недели. Ага, 2 недели назад я его видела, да? Ага. Ну вот глазами вижу. И сейчас я его Ага. вижу. Уже полегче. Да. А тогда был он как-то напряженный, только начинал. Да, и вообще такой казался грузный прям, да? Был. А фотографии есть, я же мы Да, сфотографировал. да. Вот Сейчас тогда вот вот вообще это уже постранел. Я вижу, как у Вот. него легче. Ага. Даже вот давление. Уже не давит. есть результат. Ага, давайте поаплодируем ему. Ага, говорили, что у вас нет. Еще Ага, я хочу сказать, хорошо. удивительно, да? Мгм. У меня зрение, вот зрение минус 4, минус 3 было, да? Мгм. И я постоянно капал в глаза капли. Ну, вот эти вот по Филатову капли есть же, такие, которые Да-да-да. резь в глазах уменьшают. Ага. И я заметил, стал капсулу пить, и у меня стали глаза слезиться и режет постоянно глаза. Ну, резь такая Ага. неприятная. Мгм. И я стал вот эти капли, думаю, надо исправлять зрение, помогать глазам своим. Стал капать. А потом подумал, может быть, эта капсула действует так. Но они как бы действуют, слабое место находят, да, вот в Ага. глаза. У меня же Да, сахар, Ага. а из-за сахара зрение же тоже садится. Да. И думаю, может быть, это из-за капсул стала вот эта резь усиливаться в глазах. М. Резь усиливается, и глаза как будто бы с каждым днем становится легче. Легче. Становится. Уже днем у меня нет этой рези в глазах. Сахар сколько сейчас у вас? Сахар, у меня скрытый сахар. Я его измеряю, у меня нормальный сахар, да? Ага. Но я-то чувствую сухость во рту, вот это все. У меня скрытый сахар. Если под нагрузкой у меня медики возьмут, например, анализ, Ага. у меня будет сахар высокий. Высокий, да. А при нормальном этом глюкометре я меряю норма. Норма, да? Ага. 6,5. Ну, не бывает такого зашкаливания, что там 15 было, там у некоторых 19 показывают. У меня в норме сахар. Но он мне, этот сахар разрушает изнутри. Высокий вес, я вот чувствую, что вот у меня организм сдает из-за сахара. А вот эта капсула, она, мне кажется, она как раз вот собирает. Да. Собирает. Я говорю же вам, что она как диагноз, Да, то к да. одному болезни, то к другому болезни. Вот так, ага. Очень умные капсулы. И вот еще у меня, Мгм. я постоянно подворачивал левую ногу. У меня лодыжка левой ноги, у меня вот здесь вот, ну, снаружи, вот, постоянно опухает, ну, опухшая Ага. постоянно. И думаю, ну что такое, у меня стала вот эта нога болеть. Вот эта нога болит, Ага. и лодыжка болит вот эта. О, ага. Каждый день больно. Думаю, вроде не ударял, не подворачивал, ничего. А эта вот капсула, она стала вот на эту Вот, лодыжку показывает. действовать стала, показывать стала. Мгм. И потом боль прошла. Вот. Она как началась боль, так и прошла. Я думаю, надо же, удивительно. И только эта боль прошла, стала болеть правая нога. Вот проблемы нашлись правой Да, ноги, вот показывает. стали сосуды болеть. Вот ночью ложусь, у меня болит правая нога. Мгм. И теперь стало уходить это. Вот. Ага. Но у вас все впереди. Да, Все да. самое хорошее у вас впереди. Вы же только месяц Да, принимаете. вы только месяц, мы-то уже с таким Спасибо, стажем. Ленке. Да. Спасибо, что помогла. Давайте пожелаем удачи, чтобы еще больше было результатов. А как говорили, что результатов пока нет, да? Сколько результатов мы услышали? Очень много результатов, да? Вы уже собрались, да? Да, у меня в Почти, машине да? ребенок, она закрыта. Да, давайте сфоткаем вас, а семью, как бы. Да, Давайте может, садитесь. Садитесь. А вы сейчас все мы так говорили, что не надо сфотографировать. Мгм. Потом сами будете просить. Да, нас Внимание. Мгм.
надо делиться своими результатами. А вот люди даже пьют, вот Егоровна 7 месяцев молчала о своих результатах, а так она очень хорошо высказала, очень хорошо рассказала про свои результаты. Мне вот это очень радует. И ваши результаты меня тоже очень радуют. Всего вы месяц принимаете капсулы и такие хорошие результаты. Это, мне кажется, надо трубить. Да, Всем рассказывать. да. Вы теперь носители добра. Ага, рассказывайте людям. Да, очень хорошо. Да? Да. Мгм. Ирина, может, тоже выступите? Инга. А? Инга. Инга, давайте вас послушаем. Я очень рада познакомиться со всеми, да, и счастлива, что эти капсулы так всем помогают, да, и такое настроение у всех. Да. Просто от этих капсул просто, знаете, жить хочется. Энергия, жить хочется, да. Ну все, я желаю всем удачи. Иван мы пойдем? Поедем. Тогда все, давай. До свидания. До свидания, приходите. Меня зовут Инга, мне 51 год. В компанию я пришла в сентябре прошлого года. По настояниям Татьяны Сафоновой очень ей благодарна за это. Я посмотрела, что у нее энергия бьет ключом, у нее частный дом, у нее работа, у нее там внуки. И она всегда такая энергичная, такая улыбающаяся, такая позитивная. Вот. Она меня сюда звала 3 месяца. Я говорю: Таня, я не пойду больше никуда. Ну, не хочу, устала просто. То в одну компанию, то вторую, то третью. Я говорю: нет. Она: нет, ну ты приди хотя бы, посмотри, послушай. Я говорю: ну хорошо, ну всячески вот так вот отвели, месяца 3. Потом думаю: ну ладно, ну скажу, человек же старается. Не для себя, для меня. Увидела Шауру. Приехал как раз Андрей Шаура к нам. Сходила на презентацию, послушала, мне не понравилось. Ну, вот очередная какая-то это. Не мафия, как ее называют. Куда людей приглашают. Но она мне начала настаивать на том, что я начала работать в плане продаж капсул. Я говорю: ну, Таня, я как буду продавать вам? Чужих результатов очень много. Я говорю: я хочу свой получить результат. Как я могу свои эмоции рассказывать, если я ничего про нее не знаю? Я так работать не умею и не могу. Потому что, ну, брать, сразу видно, что человек врет. Вот, потом купила капсулы, начала пить. Первое ощущение, что я проснулась. На работе сидишь, обед ждешь, чтобы голову на стол положить и поспать. Первый день я бодренькая такая, второй день. И потом я поняла, что капсула дает энергию. И когда на работе поднимаешься, спускаешься по лестнице, очень болели колени. Ничего себе, в 50 лет я такая уже старушка, уже просыпаюсь, колени болят. В больницу пришла, они говорят: ну что вы хотите, ну у вас уже возраст, да не смешите вы меня. Я говорю: какой возраст? 50 лет. Женщины по 70 лет такие энергичные, все такие цветущие, а я в 50 уже все возраст. Получила еще хронический пилонефрит в течение жизни, потом поставили с печенью Гепатоз. гепатоз, да, жировой гепатоз поставили врачи. Потом нашли еще одну болячку, хронический бронхит, пилонеф. Так, болезнь желудка, как называется? Не гастрит? Нет, пилонефрит. Гастрит. Не помню, как называется, но вообще Хорошо, что хроническое тоже в форме, то есть очень много и таких серьезных болезней. Сейчас, вот на данный период, я не пью таблетки для работы печени, да, почек. Обычно я весной и осенью пропивала таблетки для почек. Вот. Сейчас такой проблемы у меня нет, почки нормально работают. Нормализовался стул регулярно. Отправила свои капсулы своей родне. В Забайкалье, там у меня 3 тетки, 1 в Иркутске. Тоже у них шикарные результаты. Но тетки все равно скептики остаются скептиками. Но если бы они и дальше продолжили пить, результаты
пошли Если дальше. были. И они были бы в Польше, они укрепились. Вот, но в Иркутске тетка пьет, говорит, если бы не капсулы, я бы сейчас на огороде упала. Потому что у них огород каждый год. Это силы, это энергия. Вот, но я говорю, чувствую себя хорошо. Плюс у нее сахарный диабет со стажем. У нее инсулина, она зависимая. То есть она как колет себе инсулин. Сейчас она от этого отказалась, она стала меньше колоться, может день пропустить и не принимая инсулина. Аппетит, говорит, снизился, немножко похудела. У мамы результаты, у нее варикоз. Кстати, вот здесь вот сетка варикозная, вот здесь вот. Многие болели от того, что у меня сетка варикозная вылезла и начали вены лопаться. Мелкие капилляры, они лопались. Ну и где-то вот такая была закупорка на ноге, она страшно болела. Мазала. Как Татьяна говорит, что я только не пробовала. Ничего не помогает. Капсула начала работать. Поначалу ноги очень болели, да. Все идет через обострение. Всем говорю. Надо перетерпеть этот период. Сейчас у меня сетка эта восстановилась, у меня хорошие, нормальные вены. То есть пошла вот такая вот ниточка, нету капилляров таких красных. И вот эта чернота, которая у меня вот вена была закуплена, она стала светлая. Потом на ногах какие-то были вот такие вот шишки уплотняющие, да, ну где-то вот с этой стороны, где-то вот здесь. Вот как жировички, наверное, я даже не знаю, что это такое. Они сейчас стали мягче, и они не болят. Вот. И у мамы шишка варикозная на ноге, на левой. У нее страшные были отеки, хотя она у меня сама худенькая. Даже худее вот вас. Такая сухостой, говорит. Вот. Но тем не менее, сейчас у нее многие вот эти вот из багрово-черного цвета, да, они посветлели в 2 раза. И она ходит спокойно, без болей. Сама на длительное расстояние сейчас может ходить. Ездит на автобусе. Раньше только на такси. Туда Сколько ей лет? 76. И она сейчас стала более бодренькая такая. И на лицо посвежела. Но она их пьет совсем чуть-чуть, она боится воды, она говорит. Всех проблемы с водой. Я воду пить не могу. Она мне не идет. Я говорю, мам, ну как она тебе может не идти? Вода нужна всем. Это для улучшения состояния. Ну, бывает, да. Особенно уже вот в возрасте люди, они воду ограничивают, не знаю по какой причине, но говорит, вода мне не идет, я пить ее не могу. Но тем не менее чаи пьет. Но результаты тоже хорошие. У нее язва желудка, вырезан полжелудка. Вот. Но на вид она немножко стала лучше. Очень хорошо. Всё. Хороший результат. Поаплодируйте. Так. Кто у нас еще хочет выступить? Так, а что это маркетинг будет? Надо. Давайте. Маркетинг. Маркетинг, да. Так, сейчас А поменяем. там поменяй этот. 12 Поменялось. да? Нет, сейчас еще пока не Все дальше, да? ожидается. Привет, меня зовут Оля, 31 год. Ну, немножко по результатам ушли хронический гастрит, холецистит, головных болей нет. Не тянет ногу, как раньше, ночью тянула. Укрепились ногти, но в последнее время что-то я начала их обратно грызть. Волосы не падают, и еще кожа лучше стала. Кремами не мажусь. И так, еще и что было-то? Больные, А? больные, месячные. Месячные вот тоже нормализовалось. Сейчас уже нормально идет. Обострение геморроя было. Сейчас их нет периодами. И так, вроде все. И все тоже пьем. У мамы тоже результаты хорошие. И сама себя обслуживает. Очень хорошо.
И у нее катаракту начальную стадию ставили. Надо будет посмотреть, как это было. И ну вот, маркетинг-план, говорят, самый вкусный, самый хороший. И получается, первое, вот это самое хорошее, то что если одного человека пригласишь, он сделает заказ на 75 баллов, а один вот CV равняется $1. Сразу получается, человек получает 50% 50%. от суммы товара. Единожды. Это первый один раз. Когда вот один раз человек заказывает. На второй заказ получается 75 CV. Это лидерские пакеты. Получает уже 75 баллов вина. Уже накопление идет. И каждую неделю по средам уже по накоплению баллов он уже получает зарплату. 10%. Вот это 10% будет. Так, это примерно будет. Там еще не поменяли. Поменяли. Вот сейчас вообще надо новую уже рассказать. У нас было 9 видов дохода, сейчас у нас 12. 37,5. 35. 37,5. 35 сейчас будет. Здесь 35. 35 стало. 35 будет. По 35 новому маркетингу долларов 35. сразу получает. Так, лидерские пакеты И это 70 CV будет. 70. тут 70. Ага, 70. Да. Это вот новый сейчас. Вот с 1 августа, сейчас они нам в магазине все поменяют, и вот это будет новый маркетинг, Да? где будет 12 видов дохода, плюс вот эти добавленные бонусы жизни. 70. Так, получается вот $35 сразу получает. Лидерские пакеты это получается пакеты большие. Например, утренний, вечерний, либо 2 утренних, либо 2 вечерних и детские получается. Утренний, детский и детский 2 пакета. Так, второй доход получается от бинара. Бинар это получается как 2 ноги. И туда вниз идет. И оттуда от меньшей ноги получается, если, например, 1000 баллов, и здесь, например, 500, по 500 баллов начисляется С наименьшей детки. наименьшей ветки. Например, здесь 500 по суммам. Здесь 1000. Суммарная получается вот 500. И тут 500 баллов, которые остаются, они переходят на следующую неделю. Они не сгорают. Тут получается 1000 баллов, и от этой суммы 10%. До 10% получается. На следующую, каждую среда, на кошелек падает 10%. 10%. Ага. От товарооборота. От товарооборота. Именно вот ноги. Так, третья была, третья получается уже спонсорский. Спонсорский считается так. Можно сколько угодно приглашать. Вот так. Не обязательно там 10 человек или сколько. Вот эти люди, которые приглашенные, они именно вот в ногу вниз будут уходить. Будут подстраиваться вниз, вот так. И вниз. Вот этих, если они пригласили и начинают делать структуры под себя, уже людей приглашать. Если они заработают, тогда вам компания платит тоже спонсорский бонус. Это уже третий вид. То, что они научили партнера зарабатывать, от их дохода. И от их дохода тоже 20%. 20% идет. Каждую среду. Тоже всегда.
новый бонус, который жизни. Так, и самые вот эти. 2 по 2. Да. Уже новичок тоже может сразу заработать. 2 по 2. Получается вот так. За месяц. И зарабатывай $100. 3 на 3. Это мы строим в течение месяца, да? Это в течение месяца и здесь $300. В течение месяца 2 человека, они тоже 2 человека, $100 получаешь каждый месяц 15 число. Вот здесь, если 3 человека, и они тоже 3, тогда $300 будет. 4 по 4 также осталось, она была раньше.